Сложно найти человека, который не любит шоколад. Еще сложнее найти того, кто знает, какая страна подарила миру этот популярнейший продукт. Нет, это не Швейцария и даже не Бельгия. Это, друзья мои, Мексика. Удивлены? Да, Мексика действительно удивляет, и я вам это покажу. Буэнос диас, Дослар. Ну что, новое путешествие, новая страна. Яркая, в меру острая и очень необычная Мексика. Ну что, поехали? Знакомиться с эмоциями, которыми щедро может одарить любого туриста эта страна, мы отправились в легендарный Канкун. Это самый большой курорт Мексики, входящий в десятку лучших курортов мира. Расположенный на полуострове Юкатан, Канкун удобно расположился на берегу Мексиканского залива, который является частью Атлантического океана. Климат здесь тропический, разница между сезонами минимальна, хотя можно выделить один не особо благоприятный для отдыха период – с сентября по декабрь. Уже на подлете к Канкуну, глядя на невероятно красивую лазурную береговую линию, становится понятно, что это будет как минимум очень красиво. Уже выходя из аэропорта, сразу осознаешь, что ты в Америке. Дорожные знаки и правила дорожного движения, как в США, заправки, как в США, здания гостиниц и офисов точь-в-точь, как в США. Это неудивительно, ведь 70% отдыхающих в Канкуне – это американцы, которым надоело каждый отпуск проводить в Майами. Здесь мало гостиниц, работающих по принципу «все включено». Это опять же связано с традициями американских туристов, предпочитающих ужинать в традиционном мексиканском ресторане, а их в Канкуне несчитанное количество. Город разделен на две основные части – даунтаун для местных жителей и зона отелера для иностранных туристов. В даунтауне смотреть особо нечего. Там есть бары и рестораны, но никто не обеспечит вам безопасность. Все-таки не стоит забывать, что в Мексике все еще не особо любят туристов, не говорящих на испанском языке. Часто местные считают всех туристов американцами, а с последними у них отношения, мягко говоря, не очень. Зона отелера – это уже совсем другое дело. Удачно расположившись на изогнутой косе, напоминающей цифру 7, этот район города предлагает туристу множество гостиниц на любой вкус и кошелек, а также различные виды пляжей, от тех, что с высокими волнами, до совершенно спокойных, подходящих для отдыха с детьми. Серфингом мы не занимаемся, а вот поплавать в спокойном, чистом море любим, поэтому выбор пал на отель со спокойной береговой линией. Заселившись в отель в Канкуне, мне хочется с вами поделиться очень красивым видом из номера. Это просто... Первое, что мы видим, выйдя на балкон номера, это невероятные по цвету воды Мексиканского залива, красивые пушистые облака в форме сладкой воды и белоснежный, как мука, песок. Уже в марте вода здесь прогревается до 26 градусов, а мексиканское солнце обеспечивает моментальный загар. Ни один отель в Канкуне не имеет своего личного пляжа. Все они принадлежат государству. Поэтому пройти к ним может постоялец любого отеля. Канкун известен своей косой, которая выходит прямо к Атлантическому океану, который является чистейшим океаном нашего земного шара. На пляжах Канкуна множество дневных баров, клубов и ресторанов. Где-то громко играет музыка, где-то прямо на пляже делают массаж, а где-то маленькие дети подкармливают прожорливых чаек вкусными начос из кукурузной муки. Даже я не стал исключением и покормил вечно голодных птиц. Ближе к вечеру наступило время выбирать ресторан для ужина. Безусловно, речь идет исключительно о мексиканской кухне. Вот мы и в Мексике. И
теперь мы будем обязательно пробовать мексиканские лучшие блюда, известные на весь мир. Кстати, если мы уже упомянули о том, что Мексика – родина шоколада, то стоит также рассказать, что эта страна также подарила миру кукурузу и перец чили. Все эти ингредиенты – неотъемлемая часть мексиканской кухни. Мексиканская кухня очень пряная и довольно острая. Огромное количество блюд делается с использованием тонких лепешек, приготовленных из кукурузной муки. Ни один мексиканский стол не обходится без блюда, которое называется бурритос. И, конечно же, такос, микс-такос, в котором подается тортилья. Это хлебцы, в которые заворачиваются данные начинки. Ну и, конечно же, фасоль. Многие уважающие себя рестораны приглашают музыкантов, которых здесь называют мариачи. Они исполняют традиционную мексиканскую музыку, перемещаясь из ресторана в ресторан. Позаграв на пляжах Канкуна и насладившись традиционной мексиканской едой, пришло время планировать знакомство с местной культурой и историей. Современные мексиканцы – это потомки представителей нескольких цивилизаций – ольмеков, запотеков, майя, ацтеков, инков, французов и испанцев. Будучи под испанским управлением более 300 лет, Мексика получила свою независимость лишь 16 сентября 1810 года. Борьбу за независимость Мексики возглавил священник отец Идальго, которого местные жители считают отцом современной нации. Мексика – это огромная страна, третья по величине в Северной Америке после Канады и США. Безусловно, прежние цивилизации были разбросаны по ее территории. Практически всю площадь современного полуострова Юкатан, где расположен Канкун, населяла цивилизация майя. Знакомиться с наследием этого народа мы направились в древний город Чичен-Ица, известный своими пирамидами. По пути туда мы остановились в индейской деревне, где находится один из многочисленных природных объектов Юкатана – провал Синод. Это естественный провал в известковой породе, который постепенно был заполнен пресной водой. А сейчас мы находимся в знаменитых пещерах Синоты, в которых проходят ежегодное соревнование по трэблу. Древние индейцы майя использовали такой резервуар по прямому назначению, а также для жертвоприношений. Известны случаи, когда на дне провалов находили не только останки людей, но и залежи золота и других предметов роскоши. Ну что, будем купаться в чистейших водах Синота? Во время знакомства с Синотом на территории деревни можно встретить индейцев, готовых провести для туристов обряды по очищению ауры, а также снять порчу из глаз. Шаманы до сих пор пользуются популярностью у местных жителей. Дальше путь к Чичен-Ице пролегает через непроходимые джунгли и маленькие деревушки, затерявшиеся в лесах. Сам город – крупнейший культурный центр индейцев майя. Его название дословно переводится как «устье колодца племени майя». Чичен-Ица был основан в VII веке нашей эры. В X веке армия тольтеков захватила этот город-государство и образовала здесь свою столицу. В 1178 году город подвергся захвату со стороны соседних городов-государств, а с 1194 года пришел в полное запустение. Никто сейчас не может сказать, что же стало причиной ухода жителей. Пришедшие сюда испанцы в 16 веке наткнулись только на развалины Чичен-Ицы. Знаменитые пирамиды индейцев майя, которые называются Чичен-Ица. Они входят в 7 новейших чудес света. И мы просто не могли их не посетить и тем более не показать вам.
Раскопки, проводимые в нашу эпоху, позволили обнаружить множество интереснейших архитектурных памятников того времени. В первую очередь, это храм Кукулькана, представляющий собой 9-ступенчатую пирамиду. Также здесь были обнаружены храм воинов, стадион для игры в мяч, колодец для жертвоприношений, священный синод и обсерватория. Особое внимание туриста привлекает, конечно же, храм Кукулькана. Он был посвящен тольтекскому богу Кукулькану, которого они называли пернатым змеем. Храм установлен на огромной террасе 18 гектаров, вместе со многими другими известными сооружениями чеченицы. Справа находится храм воинов, слева – храм ягуаров. На вершину храма ведут 4 лестницы, ориентированные по сторонам света. Лестницы сопровождает балюстрада, которая начинается со змеиной головы. В дни равноденствия освещение создает интересный эффект. Кажется, будто бы змей Кукулькан начинает выползать из своего логова. Кроме своей ориентации по сторонам света, храм отличается и другими астрономическими деталями. На каждой лестнице по 91 ступени, что в сумме составляет 364. А если к этому числу прибавить еще и верхнюю площадку, то получим общее количество дней в году – 365. 9 основных ступеней пирамиды разделяются лестницей, что фактически удваивает их до 18. Числом 18 у майя связано количество месяцев в году. На каждой стене изображено по 52 рельефа. Это количество лет в календарном цикле. На вершине этой большой пирамиды находится, собственно, сам храм с 4 входами. Главный вход в святилище находится на севере. Там размещены 2 колонны, изображающие змей. Внутри находятся еще 2 пары таких же. В былые времена именно здесь совершались ужасные человеческие жертвоприношения. Находясь в этом месте, понимаешь, насколько развита по тем временам была цивилизация майя. И хотя после разгрома город пришел в упадок, зачатки великой цивилизации сохранили на века свое культурное наследие и передали его потомкам. Чеченица в Мексике действительно одно из уникальнейших мест нашей планеты. Интересно, что земля с этими сооружениями до 2010 года находилась в частной собственности, но действия правительства позволили вернуть ее во владение государства. Древний город майя очень популярен среди туристов. Памятник такого масштаба, разумеется, был принят под контроль ЮНЕСКО, а в 2007 году ему было присвоено звание одного из новых 7 чудес света. По дороге обратно в Канкун мы заглянули в еще один довольно значимый для полуострова Юкатан городок – древний Вальядолид. Это старинный кастильский город, основанный испанскими конкистадорами в XVI веке. Здесь были построены первые католические соборы, и он считался первым испанским городом на территории новой колонии – Мексики. Сейчас мы находимся в городе Вальядолид, который был раньше поселением майя, но после прихода испанца здесь построили город. Еще хотелось бы отметить, что большинство небольших городов Мексики построены по одному и тому же принципу. Большая центральная квадратная площадь, на которой обязательно располагается кафедральный собор, здание полиции, ну и, собственно, в середине данной площади обязательно располагается парк. Последний день нашего пребывания в Мексике мы посвятили пляжному отдыху и полному релаксу перед новым путешествием. Я все-таки воспользовался услугами массажа в отеле. Здесь его делают прямо возле бассейна. Хорошо делают. Ну что, будем релаксировать? Вечером нас ждал вкусный ужин в одном из известнейших ресторанов Канкуна. Он славится своими лобстерами и другими морепродуктами. В меню можно найти около 30 разных вариантов приготовления лобстера. Первое блюдо, которое мы попробуем, называется «Ля Попа». Очень интересное название. А блюдо, собственно, это блинчики с креветками и лобстером под соусом гратен. Теперь мы переходим к горячим блюдам. И первым горячим блюдом будет шашлычки из мяса и креветок, которые поданы очень красиво на ананасе. Ну и коронным блюдом
в этом заведении является лобстер. Лобстер в соусе карри с бананами гриль и рисом. Наши приключения в Мексике были недолгими, но даже за это относительно короткое время мы увидели Мексику такой, какая она есть. Страна контрастов со своей яркой и неповторимой культурой. Здесь все сферы жизни имеют национальные черты. Кухня, музыка, история цивилизации и традиции. Здесь много верующих католиков, но при этом с размахом празднуются языческие праздники и соблюдаются традиции индейцев. Здесь одновременно радуются появлению новой жизни и совсем не боятся смерти. Мексика – это удивительная страна, которая постоянно развивается и никогда не устает жить полной жизнью. Уверен, мы еще обязательно сюда вернемся.